Вы смотрите информационный выпуск Камшек-Шара. Здравствуйте. Кандидат в президенты Республики Абхазия Алхас Квитиня заявил, что считает выборы президента страны недействительными и отметил, что будет их обжаловать в Верховном суде республики. К тому моменту ЦИК Абхазии на пресс-конференции в полдень объявил предварительные итоги, согласно которым президентом Абхазии был избран Рауль Хаджимба. В течение дня Центризбирком республики перепроверял данные, сводил последние цифры и уже к 18:00 объявил журналистам окончательный результат. Сегодня на очередном заседании был принят итоговый протокол выборов президента Республики Абхазия 2019 года. Я зачитаю итоговый протокол. В соответствии со статьей 18 Конституционного закона Республики Абхазия о выборах президента Республики Абхазия на основании протоколов о окружных избирательных комиссиях о результатах голосования Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия установила общее количество бюллетеней, полученных избирательными комиссиями, 124 800. Общее количество погашенных бюллетеней, 40 836. Общее число избирателей, внесенных в списки избирателей, 127 232 человека. Общее число избирателей, получивших бюллетени для голосования, 83 964 человека. Общее число избирателей, принявших участие в голосовании, 83 963 человека, что составляет 65,99% явки. По результатам голосования кандидат в президенты Квитиня Алхас Алексеевич за проголосовало 38 766 человек, что составило 46,17%. За кандидата в президенты Хаджимба Рауля Джумковича проголосовало 39 793 человека, что составляет 47,39%. Общее число голосов, поданных против всех кандидатов в президенты, 3155 человек. Общее количество бюллетеней, признанных недействительными, 2249. На основании статьи 19 Конституционного закона Республики Абхазия о выборах президента Республики Абхазия Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия решила считать избранным президентом Республики Абхазия Хаджимба Рауля Джумковича, считать избранным вице-президентом Республики Абхазия Барциц Аслана Чачурбеевича. Данное решение было принято единогласно практически всеми членами Центральной избирательной комиссии, за исключением одного, который отсутствовал. Кандидат в президенты Алхас Квитиня сообщил, что будет обжаловать решение в Верховном суде республики 10 сентября. Спикер парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия прокомментировал выборы президента страны. Валерий Кварчия отметил высокую организацию проведения процедуры голосования. Он подчеркнул, что выборы главы государства состоялись в соответствии с законом. Спикер Народного собрания страны поздравил население с важным историческим событием. Наш пример можно ставить в пример другим каким-то европейским государствам. И у нас тоже свой опыт уже складывается. Я думаю, что и в будущем мы уже не будем отходить от того, что уже нами наработано. И в целом, я считаю, что наш народ выиграл. В целом. С какой бы стороны мы ни подходили, сейчас время очень, период очень ответственный, очень много значит опыт. Народ тоже думает о своей судьбе. Может быть, мы должны ценить и то, что у нас есть, и помогать друг другу строить государство. 9 сентября состоялся телефонный разговор президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова. Анатолий Бибилов в телефонном разговоре поздравил Рауля Хаджимба с победой во втором туре выборов президента Республики Абхазия. Анатолий Бибилов выразил уверенность, что победа Рауля Хаджимба позитивно отразится на развитии Абхазии.
При вашей любви к своей родине, ответственности и работоспособности уверен, что братская Абхазия будет динамично развиваться, добьется еще большего успеха, сказал Анатолий Бибилов. Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов выразили намерение укреплять и развивать двусторонние отношения между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия. Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове направил поздравительное письмо министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову по случаю 11-й годовщины установления дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. В ноте, в частности, говорится: в Республике Абхазия высоко ценят крепкие отношения, дружбу и добрососедство между нашими народами. Во многом благодаря вашему личному вкладу, уважаемый Сергей Викторович, абхазо-российское взаимодействие вышло на качественно новый уровень. Уровень двусторонние отношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией будут и дальше динамично развиваться в духе конструктивного диалога во благо наших стран и народов. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство страны. Год назад, 8 сентября, в результате ДТП в Гудаутском районе трагически погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагуля. Кортеж, в котором следовал глава правительства, возвращался из Сирии, где с официальным визитом находился президент Абхазии. Геннадий Гагуля занимал должность премьер-министра Абхазии в 1995 в 1997 годах и в 2002-2003 годах. В 2003-2004 был руководителем администрации президента Абхазии. С 2004 года до назначения премьер-министром вновь он был президентом Торгово-промышленной палаты республики. Геннадий Леонидович внес неоценимый вклад в социально-экономическое и культурное развитие Абхазии, обеспечение ее безопасности, укрепление международных связей. Геннадию Гагуле было 70 лет. Сегодня на канале Абхазского телевидения после выпуска новостей будет показ фильма, посвященный памяти Геннадия Леонидовича Гагуля. Министр культуры Республики Абхазия Эльвира Арсалия поздравила всех участников и организаторов с открытием ежегодного международного фестиваля «Органные вечера в Пицунде-2019». В поздравительном адресе, в частности, говорится: от имени Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия и от себя лично хочу поприветствовать всех участников и организаторов ежегодного международного фестиваля «Органные вечера в Пицунде-2019», который собирает музыкантов из разных стран. Не может не радовать, что в нашей стране проходят мероприятия высокой культуры, и уже по традиции Пицунский храм, являющийся одним из объектов историко-культурного наследия Абхазии, становится площадкой для мероприятий мировой классики. Выражаем благодарность художественному руководителю Государственного концертного зала Пицунского храма, народной артистке Республики Абхазия Марине Шамба и коллективу за высокий уровень организации данного мероприятия. Уверена, что зрители и гости нашей республики высоко оценят профессионализм артистов, выступающих под сводом Пицунского храма, и получат самые неизгладимые эмоции от прослушивания мировых классических произведений органной музыки. Впервые 11 и 12 сентября в Русдраме пройдут гастроли Московского художественного театра имени Чехова со спектаклем «Пролетный гусь» в постановке Марины Брусникиной. Этот спектакль вошел в золотую коллекцию Московского художественного театра имени Чехова и стал классикой. В рамках зарубежного направления реализуются программы «Большие гастроли-2019», осуществляемые Федеральным центром поддержки Министерства культуры России и при поддержке культурных сезонов «Россия-Абхазия». И вот теперь у наших зрителей будет возможность увидеть замечательный спектакль, который удостоился государственной премии за вклад в развитие театрального искусства. К нам приезжает один из самых известных и легендарных спектаклей Московского художественного театра «Пролетный гусь» по прозе Виктора Астафьева. Этот спектакль, который поставлен был в 2002 году, уже 17 лет идет на аншлагах, билеты на него достать невозможно. Режиссер-постановщик Марина Брусникина, замечательный совершенно режиссер, педагог,
играют прекрасные актеры среднего поколения. Многие из них удостоены Государственной премии России за этот спектакль, потому что этот спектакль получил Госпремию России, то есть действительно это выдающееся достижение театрального искусства. Мы очень рады, что приезд МХАТа имени Чехова стал возможным благодаря программе «Большие гастроли» Министерства культуры России и культурным сезонам Россия-Абхазия, которые реализуются совместно Министерством культуры нашей страны, Республики Абхазия, и Российской Федерации. Билеты разлетаются, мы видим уже, что будут 2 полных зала. Еще кое-что осталось, можно прийти в кассу и приобрести эти билеты, потому что на самом деле пропустить такое событие просто невозможно. А сейчас о погоде. По сообщению гидромедцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 15-20, днем 23-28. Температура морской воды плюс 26 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.